Мы продолжаем освещать самые заметные события. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. И вот основные темы. Здесь стройки нет. В Якутии создается единый республиканский реестр пострадавших от нерадивых застройщиков. Экстренные меры и стабильная температура. Расскажем о работе котельных в Алекминске. Историческое событие для якутского народа. Сегодня исполняется 124 года со дня рождения государственного деятеля Максима Амосова. В Якутии региональными властями создается единый республиканский реестр пострадавших от нерадивых застройщиков, которые возводят или возводили дома в неразрешенных участках. Сегодня, по словам руководителя Республиканского фонда защиты прав дольщиков, в этот список пока попали пострадавшие 8 незаконных строений. Это около 350 граждан. Список в данное время еще пополняется. Эта мера даст пострадавшим гражданам решить в будущем данную проблему и получить от государства какую-либо помощь. На сегодняшний день государственных мер поддержки гражданам, которые пострадали при строительстве самовольных объектов, нету. На сегодняшний день есть государственные механизмы по восстановлению прав обманутых дольщиков, то есть тех, которые заключили договора долевого строительства в соответствии с 214 федеральным законом. А в части, касающейся граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков, которые, не получив разрешения на строительство, либо на землях, которые не предназначены для строительства многоквартирных домов, стали привлекать денежные средства, а потом благополучно испарились, либо на сегодняшний день в отношении них ведутся уголовные дела. Вот. Для того, чтобы упорядочить, какой-то вести учет на государственном уровне, вот 7 октября текущего года постановлением правительства Республики Саха-Якутия за номером 414 утвержден порядок формирования и ведения регионального реестра пострадавших граждан при строительстве многоквартирных домов. Более подробно о том, куда обращаться пострадавшим гражданам и какие документы для этого нужны, чтобы вас внесли в данный список, мы расскажем в вечерних выпусках новостей. В республике продолжаются работы по обеспечению стабильного температурного режима в домах Алекминска, отапливаемых котельной ИП «Лыткин». Подробности в следующем материале. 14 декабря на одном из ресурсоснабжающих объектов города Алекминска произошла авария. Учитывая время года, незамедлительно были приняты экстренные меры. На помощь алекминчанам пришли ГУП ЖКХ. Действовали ГУП ЖКХ, который подведомственен нам. Ну, конечно, благодарим ГУП ЖКХ на столь оперативное взаимодействие и оперативную работу. За сутки они сделали этот котел. То есть под гарантийное письмо города Алекминск мы выдали этот резервный котел. На сегодня работы на котельной продолжаются. В Алекминске работает представитель Министерства ЖКХ Республики. Совместно ведется мониторинг и контроль. Ситуация с температурой стабилизировалась, но по-прежнему наблюдается недоподача теплоносителя до потребителя. Говоря простым языком, температура должна быть на выходе с котельной, скажем, 69, на данный момент составляет 60 градусов. Сейчас поднять пока температуру не получается, причины выясняются. То есть изначально мы предполагали, что возможны проблемы по теплосети по самой. То есть мы заглушили, не мы, представители АТП ИП «Лыткин», заглушили спортзал, который находился на ветке, на проблемной, это которая ветка идет к автотранспортников 5. Циркуляция увеличилась, температура стала доходить выше, но в любом случае она недостаточна на данный момент. Сейчас ИП «Лыткин» идет работы по изготовлению своего котла, и он встанет на замену того, который был вышедшим из строя изначально. То есть в итоге на котельной станет 6 котлов вместо 4, которые были у нас на 14 декабря. В планах на эти дни произвести ряд работ для установки стабильного температурного режима в домах потребителей. Основное, в принципе, сделано. Мне осталось сейчас, которая на кипящий идет, сотка сюда пойдет. Я еще с одной стороны глушу там, а тут я выпускаю, она отсюда где-то так будет идти вниз. Сегодня работает 5 котлов. Проводится работа по изготовлению нового котла для замены 4-го. Соответственно, плановый срок замены котлового агрегата с обмуровкой у нас поставлен на 23 декабря. Это у нас четверг текущей недели. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
Перейдем к эпидобстановке в республике. По сведениям Оперштаба Якутии, в республике на 22 декабря текущего года выявлено 173 новых случая коронавирусной инфекции. Так, в столице региона зафиксировано 50 заболевших, 36 случаев заражения в Нерюнгринском районе, 15 в Мирнинском. Еще в 14 районах республики выявлено от 1 до 11 случаев COVID-19. Что касается вакцинации, то в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили почти 72% взрослых жителей. В Якутске – 75%. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Среди лидеров по вакцинации – Алайховский, Среднеколымский, Момский, Нижнеколымский и Верхнеколымский районы. В пятерке отстающих – Алекминский, Мирнинский, Верхневилюйский, Намский и Чурапчинский. Сегодня, 22 декабря, исполняется 124 года со дня рождения государственного деятеля Максима Кировича Амосова. Родные исторического деятеля республики отправили видеопоздравления жителям Якутии. Юбилей Максима Амосова пройдет в 22 году, в год столетия республики. Максим Амосов – один из ярких лидеров Якутии. Он внес огромный вклад в становление государственности родной республики, а также Республики Кыргызстан. Это решение о якутской автономии, отстаивание интересов Якутии в центральном аппарате, руководство областью Казахской республики и становление Киргизской. Летом 22 года родственники, проживающие в Европе, планируют приехать в республику на празднование столетия Якутии и 125-летия Амосова. В честь дня рождения видного политического деятеля Максима Амосова министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев посетил Намский район. Целью визита стало знакомство с молодежью района и обсуждение наиболее значимых вопросов, касающихся молодежной политики. Встреча прошла на малой родине Амосова в селе Хатырык. На встрече приняла участие молодежь из 19 наслегов. Активисты поделились своими надеждами и задавали волнующие вопросы, касающиеся поддержки молодежи. Как отметил Петр Шамаев, на встрече прозвучало много дельных и интересных предложений. То, что наша молодежь хочет развиваться, то, что наша молодежь готова к тому, чтобы развивать свой родной район. Да, и, может быть, это из-за места, в котором мы сегодня встречались, да, очень нацелена молодежь Намского района на развитие нашей республики на самом деле. И они очень сильно болеют за то, чтобы язык, культура народов республики, она сохранялась, и чтобы районы и села тоже развивались наравне с административным центром. Также в республике отметили 125 лет со дня рождения государственного политического деятеля Степана Гоголева. В Доме правительства состоялось торжественное заседание общественности Якутии. Более того, общественность республики обсудила в рамках круглого стола роль Степана Гоголева в общественно-политическом развитии республики. Революционер-большевик Гоголев был одним из тех, кто в тяжелые для Родины годы стоял у истоков народного образования. Он внес большой и достойный вклад в развитие сферы образования, здравоохранения и был одним из первых руководителей прокуратуры Якутии и наркомом юстиции. Услышал много хорошего, но книга-то о нем издана, так? И поэтому я, в общем-то, знаю его биографию. Но что интересно, вплоть до самых постперестроечных времен, никогда ничего мне в семье не говорили, что такой великий дед был. Жалко, что невозможно, увидеть вживую, что за человек-то был. Что, с одной стороны, одно время ЧК возглавлял, а потом раз и народное образование поднимать поставили там. Профориентационный проект «Билет в будущее» в этом году охватил 6995 учащихся. По программам проекта 50 педагогов-навигаторов прошли курсы повышения квалификации. Напомним, «Билет в будущее» помогает школьникам в профессиональном самоопределении. Участники проекта – ученики 6-11 классов, педагоги, родители, представители профессиональных образовательных учреждений и работодатели. Всероссийский проект, реализуемый в рамках национального проекта образования, стартовал по поручению президента России в 2019 году. В 2021 году федеральным оператором обновленного «Билета в будущее» стал Фонд гуманитарных проектов. В Якутии региональным оператором выступает Центр опережающей профессиональной подготовки. В тесноте да не в обиде. Эта пословица для преподавателей Алданской детской школы искусств стала главной. Площади школы, в которой прекрасное познают 300 юных алданцев, невелики. Нехватка места касается большинства классов. Как удается обеспечить безграничность познавательного и творческого процесса в условиях ограниченного метража? Подробности в сюжете наших коллег.
У детского оркестра Алданской школы искусств генеральная репетиция. Юные артисты готовятся к записи новогоднего видеоролика и заметно волнуются. Оркестр возобновил работу в уходящем году. Музыкальный коллектив объединил порядка 60 мальчишек и девчонок. Для учеников народного отделения оркестровое дело является обязательной дисциплиной. Сейчас самое главное, это чтобы они научились играть в ансамбле, играть в оркестре, слушать соседа, слушать себя, смотреть на дирижера. Задач очень много. По субботам репетиции оркестра проходят в концертном зале. В будние дни ребята играют в кабинете. Зал в школе всего один, и он нужен преподавателям и ученикам других отделений. Один раз в неделю мы собираемся группами, потому что зал занят другими отделениями, театральным отделением. Вот. Ну, конечно, нам необходимо помещение. В школе искусств действуют 8 отделений. Особенной популярностью у молодежи пользуется изобразительное искусство. Художественное отделение является наиболее многочисленным. По словам преподавателя Сергея Бабенского, обыкновенных учеников у него нет. Могу сказать, что классы хорошие попались, все звездочки практически, и кто-то побольше, кто-то поменьше. Некоторых детей, к сожалению, не берем, потому что контингент не увеличивается, и самое главное, наверное, это помещение. Картины юных художников алданцы могут увидеть в передвижных галереях. Выставки организуются в рамках проектной деятельности, охватывающей разные направления. Хореография, музыка, театр, живопись. В Алданской детской школе искусств прекрасное познают более 300 учеников. Перед преподавателями таким образом стоит непростая задача – обеспечить безграничность творческого и познавательного процесса в условиях ограниченного метража. Вот смотрите, школа по техническому паспорту 837 квадратных метров, а площадей учебных кабинетов 337, понимаете? И вот на эти 337 у нас получается 314 детей контингент. По национальному проекту «Культура» в 2021 году в учреждении был проведен капитальный ремонт. Школа преобразилась, она стала светлой, чистой и уютной. Но проблема тесноты осталась, и под Новый год дети и педагоги загадывают желание. Пусть места станет больше, чтобы удобно было всем. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. К этой минуте у меня все. Мы продолжим говорить о новостях на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.